Здравствуйте, в эфире программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. По данным статистики, рак шейки матки у женщин занимает 4-е место в мире среди онкологических заболеваний. Как предотвратить развитие этого грозного заболевания и других патологий детородных органов? Эти и другие темы обсуждают на региональном научно-практическом семинаре гинекологии региона. С лекциями и практическими рекомендациями выступают известные российские врачи. Семинар организовала Республиканская клиническая больница номер 3. Гостья студии Инна Аполихина, заведующая отделением эстетической гинекологии и реабилитации научного медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, профессор. Инна Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Почему рак шейки матки так распространен? С чем это связано? Да, на самом деле рак шейки матки является одной из ведущих причин смертности женщин, особенно репродуктивного возраста, молодых, социально активных женщин, трудоспособного возраста. И до недавнего времени даже рак шейки матки занимал 2-е место после рака молочных желез. Это связано с тем, что причиной рака шейки матки является вирус папилломы человека. Это инфекция, передаваемая половым путем. И, безусловно, все зависит от того, насколько женщина активно заботится о своем здоровье, посещает гинеколога. То есть важны профилактические мероприятия. И не всегда женщина ответственно относится к своему здоровью, посещает гинеколога, проводит обследование. И именно поэтому до сих пор в нашей стране, в силу того, что нет организованного скрининга рака шейки матки, к сожалению, данное заболевание занимает весомые ведущие позиции. Вот, как известно, 50% случаев болезни заканчиваются летальным исходом. Почему такая высокая летальность? Здесь бы я чуть-чуть поправила, потому что на самом деле летальность высокая тогда, когда женщина поздно обращается, когда 3-я, 4-я стадия, далеко зашедшие стадии заболевания, а так как это раковое заболевание, могут вовлекаться и соседние органы, и могут быть метастазы по всему организму. И мы всегда говорим, мы, врачи, ученые, говорим, женщины, обращайтесь заранее, потому что рак шейки матки – это единственная локализация из детородных органов, которая можно предотвратить. В настоящее время мы всегда говорим, рак шейки матки – абсолютно предотвратимое заболевание. И если женщина рано обратилась, мы даже сохраняем в некоторых степенях или в некоторых случаях сами репродуктивные органы, женщина может еще обрести счастье и быть матерью. Это очень важно. А вот что еще является причиной возникновения рака шейки матки? Самой главной причиной, Кристина, является это вирус папилломы человека. Эта связь еще была заподозрена в 70-х годах прошлого столетия. И я хочу сказать особенно, что эта связь настолько хорошо сейчас изучена, доказана на 100%. Даже за это была получена Нобелевская премия в 2008 году. То есть за связь вируса папилломы человека с раком шейки матки. Поэтому, так как мы можем сейчас предотвратить это заболевание и обследовать женщину заранее, для того, чтобы это заболевание не развивалось, это как раз и наша задача. И мы всегда призываем, женщины, обращайтесь к врачу, проводите обследование вовремя, и вы тогда спасете свою жизнь. Всемирная организация здравоохранения презентовала стратегию по ликвидации рака шейки матки. А вот что у нас в России? У нас в России, к большому сожалению, пока организованного скрининга по раку шейки матки нет. Оппортунистический скрининг – это скрининг, когда женщина обращается к гинекологу по какой-то другой причине, по другому сопутствующему заболеванию или по другим причинам. Поэтому, но мы тоже, ученые, врачи, максимально сейчас работаем для того, чтобы сформировать программу диспансеризации по раку шейки матки. И для этого существуют уникальные условия возможности. Есть тесты, которые помогают обнаружить предраковое заболевание на шейке матки заблаговременно. Такими тестами являются тест на вирус папилломы человека. И вот в России сейчас есть подвижки, потому что в клинические рекомендации тестирование на вирус папилломы человека вошло в клинические рекомендации. Ну и, конечно, традиционный метод – это цитологическое исследование. И каждая женщина знает, что периодически ей нужно сдавать мазок на раковые клетки.
И сейчас очень тоже хорошие подвижки заключаются в том, что наряду с цитологией мы можем одновременно пригласить исследование, предложить женщине исследование на вирус папилломы человека, и тогда мы увеличиваем интервал между посещениями. То есть если все нормально по этим тестам, женщина может прийти даже через 5 лет. То есть если мы 2 теста предлагаем, это очень важным является элементом, потому что мы снижаем нагрузку на здравоохранение и в том числе экономическую, затраты на исследование. А вот какие женщины все-таки входят в группу риска? В группу риска входят, безусловно, те женщины, которые сексуально активны, особенно группа промискуитета, тогда, когда часто меняется половой партнер. Это женщины, которые курят, потому что это доказанный фактор риска, который усиливает процесс развития рака шейки матки. Ну и есть много других таких уже сопутствующих причин, такие как снижение иммунитета, потому что вирус папилломы человека напрямую связан с иммунитетом женского организма. Поэтому чем выше страдает иммунитет, какие-то большие проявления иммунных нарушений, тем активнее проявляет себя вирус папилломы человека. А как женщина может распознать рак шейки матки? Вот есть ли какие-то характерные симптомы? На самом деле рак шейки матки, с одной стороны, предотвратимое заболевание, с другой стороны, коварность этого заболевания заключается в том, что признаки, клинические уже проявления заболевания, они уже особенно проходят чаще на далеко зашедших стадиях заболевания. Этими проявлениями являются кровянистые выделения. Кровянистые выделения – это очень характерный симптом, особенно после близости, особенно после контакта полового. То есть, но это, к сожалению, уже стадия запущенное заболевание, поэтому такого не надо добиваться. Самое главное, женщина сейчас в настоящее время имеет возможность диагностики своевременной, это на вирус папилломы человека и на цитологические или атипические клетки, или на раковые клетки шейки матки. Ну и, конечно, вакцинация. Мы сейчас живем в потрясающее время, потому что в нашем арсенале есть оружие или орудие такое очень мощное. И начиная с 9-летнего возраста мы эту вакцинацию можем предложить и девочкам, и мальчикам. И на самом деле эта вакцина профилактическая, она весьма эффективна. В некоторых странах, например, в Австралии, практически уже борьба настолько высока с таким заболеванием, как рак шейки матки, это благодаря вот системе вакцинации, профилактическим осмотрам. В нашей стране эта вакцина доступна, но, к сожалению, не все у нас приветственно относятся к вакцинам. Существуют такие антивакцинальные сообщества. Это очень печально, потому что на сегодняшний день доказана эффективность высокая этой вакцины и безопасность. Это самое главное, потому что вакцина абсолютно безопасна. Это несколько инъекций, это фактически 3 инъекции в течение полугода. И она легко переносится, и особенно она показана тем девочкам, которые еще до сексуального дебюта, которые не вступили еще, которые не познакомились с этим вирусом папилломы человека. Хотя она разрешена до 45 лет, но наибольший эффект она имеет как раз в этом возрасте, молодом. А вот как часто нужно проходить обследование и как выявить рак шейки матки на ранней стадии? На сегодняшний день женщина должна проводить обследование на раковые клетки раз в 3 года после 30 лет до 65 лет. Это если только цитология, да, исследуется. А если мы добавляем и вирус папилломы человека, то этот интервал продолжается до 5 лет. То есть раз в 5 лет, если, конечно, при нормальных результатах анализов. А до 30 лет мы в основном молодым женщинам предлагаем исследование только на раковые клетки, цитологическое исследование, потому что доказано, что часто в этом возрасте вирус папилломы человека сам исчезает. И поэтому нет необходимости тщательного обследования женщин до 30 лет на вирус папилломы человека. Это, конечно, в общей популяции, а так есть исключения из правил. Это не значит, что женщина до 30 лет не нужно исследовать вирус папилломы человека. В массе, да, в общей популяции, но есть исключения из правил.
А где можно пройти обследование и можно ли сделать это бесплатно и насколько надежны тесты? В настоящее время в Российской Федерации в систему ОМС на бесплатной основе входит исследование на цитологическое исследование. В настоящее время мы инициируем и предлагаем, конечно, для того, чтобы включили и исследование на вирус папилломы человека в систему ОМС, чтобы это для женщин было на бесплатной основе. Но это пока еще в стадии развития, в стадии внедрения. Я хочу сказать и выразить огромное удовлетворение и большое спасибо Республиканской больнице номер 3 в лице главного врача Татаревой Ольги Викторовны, которая инициировала пилотный проект в Республике Саха-Якутия. Этот проект включает различное население, и сельское население, и городское население, и арктические районы. Такие районы, как Горный район, Нюрбинский, Среднеколымский, Усть-Алданский, Хангаласский. Это вот как раз пилотный проект включает женщин этих регионов. Около 3000 женщин будут иметь уникальную возможность проведения скринингового обследования на рак шейки матки или на предрак шейки матки с помощью и цитологического исследования, и исследования на вирус папилломы человека. Ну а методическую помощь оказывает ведущий центр нашей страны в области акушерства и гинекологии, центр имени Кулакова. В лице директора нашего центра, академика Геннадия Тихоновича Сухих, он огромную работу проводит по помощи регионам. Сейчас вот у нас пилотный проект запускается в вашей республике, параллельно идет проект в Чувашии, отчасти в Иркутской области. То есть центр Кулакова – это ведущее федеральное учреждение в нашей специальности, поэтому мы методическую помощь образовательную оказываем. В этой связи хочется сказать и поблагодарить врачей, акушеров, гинекологов из Республики Саха-Якутия, которые с большим энтузиазмом, с большим интересом участвуют в нашей образовательной программе, семинаре, который вот сейчас мы проводим. И мы приехали для того, чтобы поделиться своим опытом, обучить врачей, рассказать о современных инновационных технологиях, о перспективах. И в этой связи я хочу сказать, что в настоящее время в нашем арсенале появилась тоже уникальная возможность, тогда, когда женщина сама не посещает клиники, в силу разных причин, и боязнь иметь какой-то диагноз грозный, да, в силу того, что они иногда боятся болезненных ощущений в ходе гинекологического осмотра. В настоящее время появился инструмент, который позволяет женщине самой забрать материал и послать его в лабораторию. Это тест для самозабора. Опять же, на вирус папилломы человека. Везде звучит у нас сегодня вирус папилломы человека. И я хочу сказать, что мы также проводили пилотные проекты в других регионах, которые показали эффективность вот такого подхода. Инна Анатольевна, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Спасибо большое. Удачи. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.